В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. 94 человека заболели COVID-19 в Якутии за минувшие сутки. Какие меры примут в столице региона в эти выходные, чтобы остановить коварную болезнь? Зарыбление рек сиговыми видами рыб началось в Якутии. Песня, которую любят не только в Якутии, но и далеко за ее пределами. Шлягеру «Тундра» 50 лет. Накануне руководитель региона Айсен Николаев озвучил достижения республики за прошлый год. Многие лидеры общественного мнения не смогли не выступить со своими комментариями. Материал Сергея Михедова. Устойчивый рост основных показателей. Среди обилия цифр, фигурирующих в докладе главы, на заметный подъем практически по всем фронтам обращают внимание в первую очередь. Реальные доходы якутян поднялись, а уровень бедности снизился на 2 и 1% соответственно. Вроде бы незначительно, однако это позволило улучшить благосостояние почти 6,5 тысяч жителей республики. Небывалые успехи региона отмечают и в различных рейтинговых системах. Отток населения и естественный прирост у нас существенно улучшился. Мы заняли 7-е место по Российской Федерации. 22-е место в Российской Федерации республика заняла по инвестиционному климату. Это тоже, что такое инвестиции? Это развитие экономики, это рабочие места, опять же, это благосостояние людей. Несмотря на все там трудности, Айсен Сергеевич подтвердил, что мост, Ленский мост будет. Это здорово. Для транспортной сферы ушедший год стал прорывным в целом. Помимо одобренного президентом России Ленского моста, запустили и долгожданное железнодорожное сообщение. Сделаны первые шаги к возрождению судостроения, идет реконструкция аэропортов. В далекие села проводят скоростной интернет, растет экспорт IT-услуг. Отмечает существенный рост и в промышленности, а это, помимо прочего, новые рабочие места для местных кадров со всей республики. Та политика, которая сейчас ведется в целом в республике, в том числе и подготовка кадров, привлечение молодежи в промышленность, здесь тоже, я думаю, что будут внесены новые механизмы, методы в плане того, что у нас должны быть именно квалифицированные кадры. Лучше сидеть дома, чем на ИВЛ. Особую реакцию общественности вызвал посыл главы региона о борьбе с коронавирусом. Мировая напасть дошла до Якутии и весьма болезненно ударила практически по всем сферам жизни. В связи с этим жителям республики особенно важно продолжить заданную годом консолидации деятельность. Для того, чтобы выйти из сегодняшней трудной экономической ситуации, нам, конечно, придется продолжить этот год консолидации, то есть консолидировать усилия, и прежде всего это ответственное отношение к тем сферам экономики, социальной жизни, о которой говорил глава. Понимание ситуации, объединение перед общим врагом в виде нового вируса и, вопреки всем трудностям, устойчивый социально-экономический рост. Таков курс, который задал глава в своем выступлении. Уловили его и лидеры общественного мнения. Теперь остается ждать отклика у населения, ведь общий успех возможен только при личном участии каждого из нас. Сергей Михедов, Якутск. 94 человека заболели COVID-19 в Якутии за минувшие сутки. Об этом сегодня сообщил глава региона Айсен Николаев в ходе брифинга по эпидситуации. Так, 56 новых случаев выявили в Якутске, 22 в Ленске, 8 новых случаев в Мегино-Кангаласском районе. Также Айсен Николаев объявил пятницу, субботу и воскресенье днями санитарной очистки города Якутска. Руководитель региона порекомендовал жителям не посещать общественные места. Также в эти выходные в Якутске объекты торговли и общественный транспорт приостановят работу. Мы рекомендуем всем предприятиям, учреждениям в пятницу провести тотальную, скажем так, чистку в своих помещениях, провести санитарную обработку. В субботу и воскресенье общественный транспорт города Якутска мы рекомендуем, чтобы он не запускался, не работал. В субботу, воскресенье также должна быть ограничена работа всех объектов торговли. Продовольственные магазины будут работать только в субботу, воскресенье не будут работать. И в субботу, воскресенье все другие магазины, торговые точки должны быть закрыты.
закрыто. Мы считаем, и наши специалисты-эпидемиологи подтверждают, что в случае реализации этих мероприятий в течение 2 дней, если будет достигнуто максимальное социальное вот такое разделение, социальное дистанцирование жителей города Якутска, то ситуация будет переломлена, и вот эта позитивная, легкая динамика, которая сейчас у нас начинает появляться, она станет такой уже определяющей в дальнейшем развитии событий по борьбе с коронавирусной инфекцией в городе Якутске. Один новый случай заболевания COVID-19 выявили в Хангаласском районе Якутии за минувшие сутки. За неделю выздоровели 6 пациентов. Коронавирус обнаружили у пожилой жительницы Немюгинского наслега. Сейчас она находится в инфекционном отделении в поселке Максыгалох. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное. Большая часть заболевших в Хангаласском районе находится на домашней самоизоляции. 13-й случай в Хангаласском районе выявлен у жительницы села Ой. 25 числа она вызвала бригаду скорой помощи Центральной районной больницы в связи с повышением температуры. И у нее были отобраны анализы. И вчера у нее подтвердился диагноз коронавирус. Определен круг контактных лиц в количестве 12 человек. Одна находится в городе Якутске, 3 человека помещены в обсерватор, 7 человек самоизолированы на дому. И 1 ухаживает за больной инфекционной больницей. За ними проводится медицинское наблюдение и отобраны пробы анализа на коронавирус. Пандемия сплотила всех. Например, жители Намского улуса поддерживают жителей села Хонгор-Бия, где 21 мая был объявлен карантин. Кто как может. Неравнодушные жители отправляют продукты и лекарства. На сегодняшний день в Намском районе официально подтвержден 61 случай новой коронавирусной инфекции. На базе общежития Намского педагогического колледжа развернули 2-ю инфекционную больницу на 36 коечных мест. На сегодняшний день отделение работает уже 2 дня, и за это время мы уже заполнили его, и там уже 22 больных. И 25 больных проходят амбулаторное лечение по месту жительства в селе Салбан. Из салбанцев мы эвакуировали всех пожилых людей с данным диагнозом и всех людей на инвалидности, беременных женщин и так далее. Все те, которые находятся в Намской ЦРБ, они в средней степени тяжести. Также есть больные бессимптомные в легкой степени тяжести. В ЦРБ имеется 3 аппарата искусственной вентиляции легких. И в ближайшее время ожидаем поступления с Минздрава Республики 1 нового аппарата, который был закуплен на средства резервного фонда Российской Федерации. Между тем, амбулаторные больные стали отображаться на карте «Стоп коронавирус Якутия». Они обозначены фиолетовым цветом. На портале можно ознакомиться с полной информацией по распространению коронавирусной инфекции в республике. К другим темам. В Якутии начинается зарыбление водных объектов. Так специалисты Чернышевского рыбоводного завода провели зарыбление реки Лена на территории Ленского района личинками сиговых видов рыб. Работы проводят по соглашению с Минэкологией Якутии и за счет компенсационных выплат недропользователей. В этом году министерство планирует продолжить работу по восстановлению популяции осетра на реках Лена и Вилюй, особо ценного вида, занесенного в Красную книгу России. В планах также искусственное воспроизводство в водоемах Якутии и других ценных промысловых видов рыб, таких как чир, муксун и нельма. 27 мая 2020 года Чернышевский рыбоводный завод, согласно соглашению с Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства, выпускаем в реку Лену личинок сиговых пород рыб. И согласно данному соглашению мы еще в будущем будем выпускать в Вилюйское водохранилище 4 миллиона тоже также сиговых пород рыб. В Москве ценители советской эстрады составили очередной рейтинг самых популярных композиций прошлых лет. В этот раз выбирали из хитов 70-х годов. И в список лучших шлягеров попала песня якутских авторов. Это знаменитая композиция «Тундара». Максим Кардозу продолжит. Тундара, тундара, мин тулам тумара, эргичи махам харен селякин куяр.
Светлана Дордина – первая исполнительница песни «Тундра». В 70-м году она спела ее во время фестиваля творческой молодежи Якутского университета. На сцену я вышел, я так пропела, и песня пошла в народ, я хочу сказать. Я считаю, что «Тундра» – это первая настоящая эстрадная якутская песня, которая стала сразу такой популярной. Потому что до этого все под баян как-то, оно не звучало. И поэтому мне хочется сказать, что это можно отнести эту песню даже в шедевр. Песня «Тундра» была написана известным якутским мелодистом Виталием Андросовым. Тогда ему было всего лишь 17 лет. Стихи принадлежат поэту Ивану Федосееву Досо. Композиция в короткий срок стала так популярна, что ее в свой репертуар включила известная на весь Советский Союз певица Маргарита Суворова. Именно в якутских песнях, в якутском фольклоре, в музыке она нашла себя, нашла свою творческую харизму и сумела и выучить язык так, чтобы правильно петь на нем. И приезжала неоднократно в Якутию. И, как она сама рассказывала, зарубежные гастроли, на которые ее всегда приглашали, они не обходились без песен северных народов. И в том числе песен на якутском языке. Песня «Тундра» получила огромную известность не только в Советском Союзе. Она вышла на мировой уровень. Только представьте, в 1986 году Оргкомитет международных спортивных соревнований «Игры доброй воли» в Москве выбрал песню якутских авторов для церемонии открытия на огромной арене Лужники. Это событие транслировали десятки стран. Прошло 50 лет со времен первого исполнения композиции «Тундра», но эта песня до сих пор живет, прославляя не только своих авторов, но и всю Якутию. Максим Кардозу, Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Прямой эфир главы республики Айсена Николаева в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук и Одноклассники состоится завтра в 20:00 по якутскому времени. Подписчики смогут задать волнующие вопросы, высказать свои идеи и предложения. К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей вы сможете найти на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Оставайтесь с нами, берегите себя и не переключайтесь.